Молодежи пожелание одно. Надо, во-первых, получить образование, самому выбрать. Не то, что родители там или соседи посоветовали, а выбрать то образование, которое тебе приемлемо, независимо, не обязательно высшее образование. Можно какое-то специальное образование, можно получить даже, как в советское время, наставника найти на каком-то производстве, научиться быть токарем, слесарем, плотником, даже может чабаном быть. Вот это самое важное. Я один пример приведу. Мне с Кавказа присылают чай, и с двух районов, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Один чабан, Карачаево-Черкесия, а другой егерь. И вот представляете, из двух регионов мне чай приходит. И этот чай продают на рынках. И вот разница, которые собраны в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, я даже угощаю арабов, угощаю там китайцев, индийцев угощаю. Это уже вот мне объясняют. Почему я про это говорю? Когда человек работает по своей профессии, он изучает. Вот он 40 лет ходил егерем, он все знает. То есть лесную зону, вот это, где, какие высота, когда что цветет, когда все. То есть за 40 лет он ученый, но хотя он простой егерь. И чабан также, он мне говорит: Иршат, эту траву вот кушают мои овцы. Я вижу, что они выбирают. Утром, что вечером, они же тоже разные. И мы также должны понимать. То есть профессия должна быть в сердце у человека. И тогда он будет успешным. Ну, как говорят сейчас, успешным. Успешный не тот, кто богатый или кто там образованный, а человек, который свою профессию любит и приносит пользу людям. Так что надо быть в тонусе и слушать свое сердце. Это самое важное. А потом можно как дополнительно уже повышать квалификацию. А у нас, как альхамдулилля, повышение квалификации в Татарстане во всех сферах есть. И медицина, и духовная часть, и профессиональная, то есть и промышленный сектор. Так что Татарстан идет впереди планеты всей. Всем салам алейкум.